Здравствуйте. В народе говорят, нет худа без добра. Случай, о котором я сегодня хочу рассказать, как раз из этой категории. Он о людях, которые, оставшись без работы, не стали сидеть сложа руки, а начали действовать. Но вначале рассказ о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Якутия, как говорится, отметилась в России очередным негативным инцидентом. Пенсионеры Нерюнгри проигнорировали призывы властей республики и в четверг все-таки начали голодовку с требованиями к пенсионному фонду. Городские власти с пониманием отнеслись к акции протеста. Глава администрации, в частности, распорядился организовать дежурство бригады скорой помощи возле дома с голодающими пенсионерами. А руководитель инициативной группы пенсионеров Ольга Смирнова на мой вопрос, как может долго продлиться эта акция протеста, заявила, что вот буквально следующее: «А мы и так давно живем впроголодь. Моя нынешняя пенсия позволяет тратить в день всего по 43 рубля 74 копейки. На эти деньги, после вычетов на коммунальные услуги, а также на лекарства, нельзя купить даже буханки белого хлеба и 1 литра молока в день». Мы будем отслеживать развитие ситуации в Нерюнгри. Да, конечно. В понедельник в Париже на аукционе Кристис был продан скелет мамонтенка. Частный коллекционер из Европы, так обозначен в проспекте аукциона, его владелец выручил за реликвию 352 тысячи долларов. Скелет был найден в Сибири, что вынудило сразу после аукциона главу Росохранкультуры Бориса Боярского заявить, что законным образом останки мамонта из России не вывозились. Однако уже вчера, в среду, Боярсков был вынужден признать, что на самом деле скелет мамонта из России был вывезен на совершенно законных основаниях. А самое обидное то, что скелет был продан за сумму почти в 7 раз большую, чем просят у нас в Якутске на тех же мамонтовых аукционах. Да, уже 2 попытки такие предпринимались продать скелет мамонта, однако неудачно они оказались. Может быть, либо не так, либо не тем пытаемся продать. Прокуратура возбудила 17 уголовных дел против сотрудников ГИБДД Якутска. Несмотря на решение мировых судей о лишении водителей прав на управление, инспекторы на свой страх и риск вернули права нарушителям. А кроме того, работники прокуратуры обнаружили с признаками подделки 103 постановления решений Верховного суда нашей республики. Эти решения якобы отменяли решения мировых судей по административным делам. Да, опять-таки вот в связи с изъятием водительских удостоверений. И в заключение о происшествии на воздушном транспорте. Вчера в селе Оленек горел 3-й этаж здания аэровокзала. Его занимает, или правильнее сказать, занимал контрольный диспетчерский пункт. Предположительно, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Это бутик в торговом центре «Апельсин». Сидит журналист Софья Булчукей. Но этот репортаж не из цикла «Шопинг со звездой», потому что Софья выступает в данном случае как предприниматель. В начале этого года, многие знают, мы оказались не у дел, оказались без рупора, да? Можно было собраться, сидеть и горько плакать, можно было развиваться дальше. Мы стали думать, куда можно свои силы применить, к чему, да? И пока дизайнеры Саха Интернет разрабатывали нам дизайн для информагентства Саха Лайф, да, мы получили кредит в банке очень быстро, закупили оборудование в Москве, закупили итальянские ткани, нашли людей, заключили с ними договора на безвозмездное оказание услуг и через 2 месяца уже представляем продукцию. Это оказалось очень здорово, потому что всем интересно работать. А если кто-то боится начать собственное дело, можем их успокоить. Мы даже смету расходов не стали составлять, чтобы не расстраиваться. Оказывается, так много расходов, если считать их на бумаге, а когда начинаешь действовать, в принципе, можно обойтись без всякого шика. Мы сами не придумываем одежду, да? Это одно из направлений, конечно, да? У нас есть дизайнер, вот она сидит, красивая девушка Клава Козлова, да? У нас есть ее помощник Полина Попова, мы придумывают одежду, разрабатывают, исполняют ее, отшивают, а мы просто организуем это дело, потому что нам это интересно. Скажем так, модели вообще все такие, которые я сама одела бы, вышла бы в гости куда-нибудь, которые нравятся мне, и, собственно говоря, получают одобрение у других.
изящные какие-нибудь, элегантные. А вот из того, что ты сейчас здесь представляешь, больше всего тебе что удалось? Но больше всего мне понравилась моя первая вещь. Вещь простая, и чем мне нравятся простые вещи, они выглядят просто, но при хорошем качественном крое они очень хорошо сидят на фигуре, скрадывают недостатки фигуры и подчеркивают достоинства, даже если там достоинств не слишком много, все равно. А последняя работа? А последняя работа — рубашка. Ну, я не ожидала, что она прям так хорошо получится. Красный цвет я не очень люблю. И вот эти вот платочки, но она какая-то в русском стиле получилась. Купит ее, нет? Ну, я думаю, я бы взяла. Вечернее платье из денима. Я давно хотела сделать что-то, просто вот нарядное платье из какой-нибудь, не совсем стандартной ткани. И когда, собственно, смотрела журналы, и видела работы модельеров, которые тоже из джинсы творили просто бесподобные вещи, я решила попробовать сделать, повторить, скажем так. А спереди это тоже джинса? Да, это джинса, имитация шкуры питона. Ну, вообще в ткани они смотрелись не самым лучшим образом, и как-то вот я не думала, опять же, что оно будет выглядеть так выигрышно. Самое интересное вот в этом платье, что для меня представляет особый интерес, это вот драпировки. Небольшой шлейф у этого платья, также со складочками, драпировочками. Мы точно знаем, что будет дальше, потому что мы это уже многократно защищали, в том числе и в банке, в том числе и когда выигрывали конкурс по бизнес-инкубатору. Дальше будет последний звонок. Что там место для вас досталось? Да, мы выиграли это место, где очень выгодные условия для начинающих предпринимателей. И дальше будет последний звонок, дальше будет эссе, где мы представим этно-стиль. В стиле якутской национальной одежды, одежды народов Севера, да, и так далее, да. А потом будет осень, пора традиционно играть свадьбы, опять же будут свадебные наряды на национальном стиле, да, и так далее и тому подобное. И еще у нас есть идея, вот, дело в том, что Клава, наш главный дизайнер, она работала в Москве с очень большим успехом в авторской коллекции ювелирных изделий. Ее изделия покупали иностранцы, они в Австрии, во Франции, в Англии и так далее. Это очень талантливая девушка, которая умеет работать своими руками. И когда мы чуть-чуть поднакопим жира, мы купим соответствующее оборудование, и у нас будет ювелирка, но с современным дизайном. Но не из драгоценных металлов, а бижутерия. То есть Хромникелевого сплава и полудрагоценного. Поделочный да, верна себе, то есть я делаю то, что могла бы сама носить и хотела. Ну, в целом, да. Успехов! Спасибо. Спасибо. Наверное, про такие случаи говорят: нет худа без добра. Это и о том, что не окажись в начале года коллектив без журналистской работы, и этого самостоятельного бизнеса не было бы. И не один я, наверное, белой завистью завидую, видя, как коллега открыла свое собственное дело. И будет теперь работать не на дядю, что называется, а на саму себя. Ну, впрочем, тернистый путь малого бизнеса в нашей стране усыпан далеко не одними только презентациями, шампанским и поздравлениями. Но пока все в порядке.